Добрый день, уважаемые участники. Начинаем работу 7-го открытого форума прокуратуры республики. Выражаем признательность руководству Республиканского информационного издательского холдинга «Сахамедиа» за предоставленную возможность собраться здесь на площадке Республиканского медиа-центра, чтобы обсудить один из важнейших вопросов состояния правопорядка в нашей республике. Сегодня наша встреча посвящена вопросам профилактики основных условий совершения на территории республики особо тяжких преступлений и повторной преступности. В прошедшем году более 54 всех преступлений совершены в республике лицами, не имеющими постоянного источника доходов. Почти 53% лицами, ранее совершавшими преступления, половина из которых ранее судимыми. Более 48 преступлений совершает в состоянии алкогольного опьянения. По этому показателю республика непрерывно с января 2012 года входит в число 10 регионов Российской Федерации с наибольшим удельным весом такой категории преступлений. В этом состоянии совершается 90% всех убийств, 70% всех изнасилований. Число особо тяжких преступлений в прошедшем году возросло более чем на 10%. На 13,4% увеличилось количество погибших от преступных посягательств. Несмотря на снижение общего числа зарегистрированных преступлений, в прошлом году такая ситуация не может нас устраивать. Названные проблемы требуют скорейшего решения. Очевидно, что необходима консолидация всех заинтересованных ведомств, субъектов профилактики преступлений, общественность и средств массовой информации. В указанных целях мной принято решение о проведении данного форума, на котором предлагается обсудить проблему, разобраться, в чем причины такого положения дел и выработать меры, которые позволят кардинально изменить состояние правопорядка к лучшему, добиться ежегодного планомерного снижения числа данных преступлений. Сопутствующей целью нашего форума является правовое просвещение населения, в том числе граждан, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, либо под административным надзором. В указанной связи организована и ведется прямая трансляция этого форума на сайте Саха-информационного агентства. На форум приглашены и присутствуют руководители и представители Следственного управления, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и УФСИН России по Республике Саха-Якутия, республиканских министерств труда и социального развития, предпринимательства, здравоохранения, инноваций, цифрового развития и коммуникационных технологий, по делам молодежи, социальным коммуникациям, культуры и духовного развития, физической культуры и спорта, Государственного комитета Республики по занятости населения. Также присутствуют представители республиканских организаций, Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи, многофункциональный центр, Центр «Мой бизнес», представители Общественной палаты Республики Саха-Якутия, Совета муниципальных образований, Совета ветеранов прокуратуры Республики, иных организаций, деятельность которых так или иначе касается рассматриваемых сегодня вопросов. И, конечно, средства массовой информации. Отдельно хотелось бы выразить признательность за участие в форуме депутату Постоянного комитета Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия по государственному строительству и законодательству Лютому Валерию Алексеевичу и заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольге Валерьевне Балаткиной. На наше мероприятие отведено 2 часа. По регламенту в качестве основных докладчиков предлагается заслушать выступление начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Сергеева Ивана Анатольевича, заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольги Валерьевны Балаткиной, заместитель начальника Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха-Якутия Николая Артуровича Алексеева, заместителя председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Елены Ивановны Шудрия. Регламент для основных спикеров до 7 минут. По завершении выступления будет 1,5 часа на обсуждение. Предлагаю участникам форума кратко высказаться по обозначенной проблеме, внести конкретные предложения по устранению причин и условий рассматриваемых преступлений, улучшению состояния правопорядка в республике. Регламент выступления в ходе обсуждения не более 5 минут. Прошу вопросы задавать кратко и лаконично, но сами понимаете, что у нас здесь временем мы не вправе злоупотреблять. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в целях решения указанных проблем необходимо прежде всего изменить правоприменительную практику, и только там, где это невозможно без изменения законодательства, вносить предложения по его совершенствованию. Внесенные предложения нами будут фиксироваться. В целях освещения проблематики, решению которой посвящено наше мероприятие, и предложений прокуратуры Республики, слово для первого выступления предоставляется начальнику управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Сергееву Ивану Анатольевичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Айдар Лазаревич, Ольга Валерьевна, участники форума. Благодаря таким платформам, как форум, у нас есть возможность консолидироваться, обменяться мнениями,
практикой и обсудить имеющиеся проблемы. Вопросы профилактики повторной алкогольной преступности, особо тяжких преступлений не зря вынесены на обсуждение форума с привлечением общественности и средств массовой информации. Перед органами государственной власти стоит задача по снижению смертности от внешних факторов. К сожалению, ежегодно от преступных посягательств в республике погибает порядка 300 человек. Порядка 400 лицам причиняется тяжкий вред здоровью. Значительное количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности совершено лицами в возрасте старше 30 лет, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ранее совершавшими преступления, не имеющими постоянного источника дохода. Данная статистика свидетельствует о наличии недостатков в профилактической деятельности, в том числе вследствие ненадлежащего межведомственного взаимодействия. Несмотря на то, что федеральный закон об основах системы профилактики правонарушений действует уже 5-й год, мы считаем, что в республике не в полной мере обеспечено его проведение целенаправленной работы по социальной реабилитации и социализации лиц. Затрудняет межведомственное взаимодействие и процесс адаптации лиц, освободившихся с мест лишения свободы, отсутствие специализированного органа. Ежегодно из мест лишения свободы освобождается более 600 человек, которые нуждаются в социальной реабилитации и адаптации, оказании правовой, медицинской и психологической помощи, содействии в трудоустройстве. Порядка 73% ранее судимых лиц, повторно привлеченных к уголовной ответственности, не имели постоянного источника дохода. Более 66% на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Трудоустройство лиц, отбывших наказание, одно из основных мер их социальной адаптации. Основной проблемой, препятствующей трудоустройству данных лиц, остается отсутствие образования и специальности. Несмотря на принимаемые меры по получению спецконтингентом профессии в период отбывания срока, мы считаем, что у ФСИН Республики необходимо наладить действенное взаимодействие, в том числе с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики, в целях поиска новых подходов при организации их занятости, в том числе обучать востребованным специальностям с учетом спроса рынка труда. В настоящее время только в 6 районах, это Мегенко-Ангаласский, Усалданский, Усьмайский, Ангаласский, Верхневилюйский и Алекминский, действующие муниципальные программы по профилактике правонарушений включают подпрограммы по социальной реабилитации и адаптации осужденных лиц и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Многие главы недооценивают до сегодняшнего дня значимость работы по профилактике правонарушений. Вследствие этого большинство уведомлений исправительных учреждений о предстоящем освобождении лиц ими оставляются без ответа и без рассмотрения. В ряде районов, в том числе в городе Якутске, в достаточной мере не определены рабочие места для отбывания исправительных и обязательных работ. Не соблюдаются требования закона республики о квотировании рабочих мест для ранее судимых лиц. Вместе с тем, согласно пункту 28 Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной президентом нашей страны, одним из основных направлений деятельности является совершенствование системы профилактики правонарушений, а также механизмов социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Принимаемых правоохранительными структурами специальных мер профилактики недостаточно. Необходим комплексный подход и целенаправленная работа всех министерств и ведомств. По итогам 2 месяцев этого года сохраняется динамика роста количества повторных преступлений, в том числе среди ранее судимых лиц. В данной категории лиц больше совершено тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе ими совершено вдвое больше умышленных убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Наиболее существенный рост повторной преступности зарегистрирован в Мирнинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Оленегском, Алекминском, Ленском, Нюрбинском, Усалданском районах. Их значительное количество также зарегистрировано в городе Якутске. Преступность как социальное явление зависит от многих факторов. При этом употребление алкоголя и состояние опьянения остаются одним из основных условий, способствующих совершению преступлений. В текущем году все зарегистрированы 15 убийств, 39 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе 11 случаев, повлекших смерть потерпевших, совершены в ходе распития спиртных напитков. Большинство насильственных преступлений совершается в сфере семейно-бытовых конфликтов после употребления спиртных напитков. Алкоголизм в семье разрушает все нормальные человеческие отношения.
Например, в городе Мирном по итогам прошлого года треть преступлений совершена в состоянии алкогольного опьянения. Их значительное количество зарегистрировано в сфере семейно-бытовых отношений после совместного распития спиртных напитков. Так, гражданинка Сметаниной совершено убийство своего супруга, Летниковой своего сына, Ноюковым своего тестя. Органами государственной власти республики принимаются определенные меры по профилактике алкоголизма, введены ограничения по реализации алкогольной продукции, проводится пропаганда здорового образа жизни. Данные меры имеют положительные результаты. Но вместе с тем снижает результативность принимаемых органами госвласти и правоохранительными органами мер по профилактике алкоголизации населения, нарушений хозяйствующими субъектами и отдельными гражданами установленных ограничений при реализации спиртных напитков. Несмотря на рост количества лицензиатов, реализующих алкогольную продукцию, в деятельности Министерства предпринимательства, торговли, туризма имеет место неполнота реализации контрольных полномочий. В течение прошлого года по жалобам граждан возбуждено 14 административных дел по фактам незаконной продажи алкогольной продукции. За нарушение законодательства по регулированию оборота алкогольной продукции к административной ответственности привлечены 24 юридических лиц, 31 предприниматель, 8 граждан. При этом отсутствует практика аннулирования лицензий, в том числе и в судебном порядке. А всего у нас лицензиатов имеется 407 юридических лиц и 945 торговых объектов. Вот и сравните соотношение. Также в деятельности правоохранительных органов имеются недостатки по выявлению и пресечению каналов поступления контрафактной алкогольной продукции, незаконного изготовления и сбыта опасной спиртосодержащей продукции. Здесь всем нам необходимо научиться слышать наших сограждан. Ведь люди бьют тревогу, когда видят, что, нарушая установленные запреты, продолжается торговля спиртным. В ходе организованного прокуратурой республики совместных целевых мероприятий в марте этого года на территории города Якутска на горячую линию поступило 129 сообщений граждан о незаконной реализации алкогольной продукции в торговых объектах и объектах общепита, а также физическими лицами с автотранспортных средств, в том числе в ночное время, так называемыми бутлегерами. Органами полиции выявлено и возбуждено уголовное дело по факту приготовления к незаконному производству немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, изъято около 14 тысяч бутылок, 9 тысяч колпачков, акцизные марки с признаками подделки. Подозреваемая задержана, рассматривается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. По результатам мониторинга сети интернет, социальных сетей, рекламных порталов, прокуратура города Якутска совместно с сотрудниками городской полиции выявлено 14 фактов незаконной продажи алкогольной продукции. Приняты меры по блокировке в досудебном порядке 22 интернет-сайтов, на которых размещались объявления о продаже алкогольной продукции дистанционным способом. Работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции нами будет продолжена. Другим значимым вопросом является совершенствование наркологической службы в республике. Начну с того, что из-за недостаточности анализаторов и медицинских работников, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования на определение опьянения, в нашей практике имеются факты оставления без наказания лиц, совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, что недопустимо. Недоступны наркологические услуги ввиду недостаточности учреждений, не обеспечено должное взаимодействие, особенно между работниками полиции и наркологами. Так, в республике на сегодняшний день наркологическая служба представлена всего 2 стационарами на 40 мест, 3 реабилитационными центрами на 65 коек, где работают 50 психиатров-наркологов, 10 психологов. Вместе с тем, только в органах МВД республики состоят на профилактических учетах 910 лиц. Пользуясь случаем, также хотел остановиться на преступлениях, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, поскольку их значительное количество относится к тяжким видам преступлений. В связи с совершенствованием информационной безопасности в банках основные атаки киберпреступников направлены на клиентов как на менее защищенных участников правоотношений. Как правило, жертвами становятся все возрастные категории граждан. Статистика такова: от 18 до 30 лет от так называемых мобильных мошенничеств пострадало 13%, от 30 до 49 лет 42%, от 50 до 59 лет 13%, и от 60 лет и старше, это наши уважаемые пенсионеры-ветераны, 14%. Здесь значимым является повышение правовой и финансовой культуры населения,
путем проведения информационно-просветительских кампаний. Профилактическую работу в сфере предотвращения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, мы считаем, что целесообразно привлекать руководителей IT-школ, поскольку в республике активно развивается это направление и растет новое поколение, обладающих познаниями в сфере новых технологий. Данное взаимодействие позволит нам всем принять участие в их правовом воспитании. Заканчивая, хочу отметить, что нами и в дальнейшем будет совершенствоваться работа по профилактике правонарушений с устранением тех недостатков, которые озвучены в моем выступлении. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Так, спасибо за выступление. Я предоставляю слово заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Балабкиной Ольге Валерьевне. Пожалуйста. Уважаемый Айдар Лазаревич, уважаемые коллеги, криминальная ситуация, складывающаяся на территории Республики Саха-Якутия, безусловно, является неотъемлемым элементом социально-экономической ситуации и обстановки в целом. И, конечно же, оказывает негативное воздействие на все сферы общественного развития. В целях проведения единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия преступности в республике утверждена указом главы Республики Саха-Якутия государственная программа «Профилактика правонарушений в республике» на 2020-2024 годы. На реализацию программы на 2020 год было предусмотрено 89 миллионов 44 тысячи. Исполнение составило 100%. Общий объем финансирования госпрограммы на 2021 год идет с плюсом 91 миллион 858 миллионов рублей. Глава Республики Саха-Якутия Арсен Сергеевич Николаев ставит достаточно четкую задачу, во-первых, не уменьшать объем этой программы и смотреть ее внутреннее содержание для того, чтобы более точечно работать на те проблемные моменты, которые возникают именно с точки зрения криминальной ситуации в республике. На реализацию подпрограммы, базовой все-таки у нас подпрограмма является программа профилактики правонарушений, прямое обязательство субъекта Российской Федерации, предусмотрено 44 миллиона в 2020 году и 46 миллионов в 2021. На территории Республики Саха-Якутия действительно, как и было отмечено в докладах, количество непосредственно самих преступлений снижено на 1,9%, но анализ 2020 года, он сам по себе будет исходить в целом и из той ситуации, которая в целом складывалась в стране, и с теми ограничениями, которые были, соответственно, предусмотрены для граждан. В связи с этим, является ли это оценкой нашей какой-либо плодотворной деятельности всеми местными субъектами профилактики, или же это просто обстоятельства сегодняшнего дня, оценка, я думаю, что далее позже будет дана социологами. Также снизилось и число умышленных причинений тяжкого вреда на 13,9%. По итогам 2020 года зарегистрировано и снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 2,7%. Между тем увеличился рецидив, который совершается несовершеннолетними. И этот вопрос для нас сегодня является одним из самых знаковых, которые нам необходимо разрешать, и в том числе и через соответствующие органы профилактики, которыми руководит и комиссия по делам несовершеннолетних. В целях предупреждения повторных преступлений с 17 по 20 июня 2020 года совместно с УФСИН России по Республике Саха-Якутия и органами системы профилактики проведено межведомственное профилактическое мероприятие «Условник несовершеннолетний». Проверкой было охвачено почти 3000 мест концентрации молодежи и 790 подучетных несовершеннолетних. В 2020 году приобретено 20 анализаторов флифриком для выявления употребления наркотических веществ, которые распределены по районам. Необходимо обратить внимание, что именно 2020 годом мы в полном объеме завершили оснащение наших центральных районных больниц именно соответствующим оборудованием для того, чтобы делать анализы и не допускать те моменты, о которых в том числе вот сейчас при докладе прокуратуре было сказано. Потому что действительно само по себе наличие оборудования, оно позволяет вовремя и достаточно четко, соответственно, правильно осуществлять как само расследование и затем привлечение к ответственности лица виновного.
Одной из программ, если программа профилактики, под программу профилактики правонарушений у нас находится в подведомстве Министерства молодежной политики, то программа содействия деятельности уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества, она находится в ведении Министерства труда. В 2020 году на нее было заложено 3 миллиона 74 тысячи, в 2021 4 миллиона 23. То есть также программа работает с повышением. Необходимо обратить внимание, что базовую позицию, которую мы сегодня пытаемся отработать и, соответственно, работаем, это содействие в поиске подходящей работе гражданам, которые освободились из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. С какими цифрами мы пришли? 19 человек, из них трудоустроено 7. Значит, на учете у нас состоят на 31 марта 2021 года 73 человека. Этот год не был простым с точки зрения вообще наличия или отсутствия свободной работы. Работа была. Однако большинство из тех, кому в том числе органы занятости обращались, не соглашались работать на тех же стройках, где мы потеряли приезжую рабочую силу, и, соответственно, не всегда шли на то, чтобы трудоустраиваться на те места, которые предлагали. А места в этом году, безусловно, были. Поэтому, соответственно, уже мы по-другому будем пересматривать в эту работу, в том числе усиляя психологическое направление в данном вопросе, а также обучение. В 2020 году было обучено 106 лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы по 18 различным рабочим специальностям в 20 исправительных учреждениях, 10 профессиональными образовательными учреждениями. В рамках подпрограммы прошли лечение освобождаемые, освободившиеся и осужденные без заключения лица учреждений УФСИН РСЯ. У нас больных туберкулезом там 16 человек. Таким образом, Минздрав совместно с УФСИНом приобретают как и дополнительные усиления по дополнительному питанию. Всего их было выделено в этом году 108 наборов, ну и, соответственно, каждый из них учтен. В 2020 году мы все-таки будем усиливать еще одно направление, которое говорит о поддержке некоммерческих организаций, которые занимаются вопросами реабилитации лиц, которые были ранее осуждены, и, соответственно, создание для них условий, прежде всего, связанных с адаптациями в нормальной жизни, исходя в зависимости от того, какие сроки наказания они находились в местах лишения свободы. В грантовой поддержке акцент будет сделан и на необходимость безусловной поддержки осужденных и отбывающих как условное наказание несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, которые находились в местах лишения свободы для того, чтобы не повторялся у них образ жизни, который, соответственно, характерен был до лишения свободы. У нас есть еще одна программа, которая находится также в сфере деятельности, но теперь уже Министерства здравоохранения. Это программа организации профилактических мероприятий по сокращению злоупотребления наркотиками и содействию по сокращению незаконного оборота наркотиков. Она у нас составляла, соответственно, в 22 миллиона за счет средств государственного бюджета в 2020 году и 18 миллионов в 2021. 2020 год у нас был больше, потому что мы закладывали приобретение большого оборудования для нашего наркологического диспансера. Действительно, базовым исполнителем здесь у нас является наркологический диспансер. И во время проверки главным наркологом Российской Федерации очень жестко был поставлен вопрос о необходимости, прежде всего, решения вопроса материально-технической базы диспансера как такового. И, соответственно, если по содержанию работы, по профессионализму людей, которые там работают, вопросов не возникало, однако материально-техническая база, она требует улучшения и, соответственно, в этом направлении нам необходимо будет отработать тот момент, который сегодня, по нашему мнению, он дает определенный провал. Ну и, соответственно, в медицинских организациях республики проводится профилактическая работа в целях сокращения потребления алкоголя и немедицинского потребления наркотических средств. Такую же работу проводит и Министерство образования Республики Саха-Якутия. Наверное, у меня все в пределах времени, Айдар Росович.
Так, пожалуйста, слушаем выступление заместителя председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Елены Ивановны Шудря. Пожалуйста. Всем добрый день. Очень приятно, что у нас сегодня такое серьезное совещание. И действительно, вот уже проблема назрела, и, скажем так, не первый год, и просто выходит из берегов. И вот для того, чтобы проанализировать, а что происходит, и вот мы, как всегда, и даже уже первое выступление, мы практически бьем по хвостам. Мы говорим о том, что у нас основная часть преступлений, которые совершаются в нетрезвом виде, это люди, которые не хронические алкоголики, а люди, которые употребляли алкоголь по праздникам, по каким-то датам и так далее. И вот сейчас я хочу вашему вниманию представить небольшой доклад. Ну вот 2018 год, это уже год, который как бы по статистике устоялся, и вот, как сказала Ольга Валерьевна, на него уже ничего не повлияет, да, и мы видим, что вот в структуре смертности болезни кровообращения на первом месте, новообразование и вот эти самые внешние причины, которые сегодня нас волнуют. Но в тех же болезнях системы кровообращения и новообразования алкоголь обусловленный фактор практически 50%. Да? То есть, получается, мы как будто бы из года в год все понимаем, но наша страна, значит, теряет больше миллиона человек, так или иначе, и мы никуда не двигаемся. Одни майские указы сменяют другими, одни, значит, национальные проекты сменяются другими, но мы не двигаемся. А почему? Вот преступления, которые совершают нетрезвыми пьяными людьми, значит, это вот кражи, грабежи, хулиганство, вандализм, ну и, как мы сейчас уже отметили, особо тяжкие преступления. А почему? Вот что меняется, когда человек был трезвый и вот он выпил? Значит, по какому же портрет преступника? Преступник, как мы сказали, это не обязательно человек, который... Ну вот есть, конечно, рецидив, люди, которые уже попробовали это один раз преступление, и, значит, они дальше продолжают. Но обычный портрет преступника – это мужчина, возраст от 30 до 40, возможно, ранее судим, и, значит, у него оружие, кухонный нож и огнестрельное оружие. Вот мы там, значит, тоже в документах видим, что к этому будет внимание. Но почему алкоголь провоцирует человека на преступную деятельность? Мы все с вами знаем из школьной программы, что алкоголь – это сильнейший наркотический яд. Соответственно, как только одна ложка алкоголя вовнутрь организма, у нас идет вот, значит, изменение состояния мозга. Первая стадия дурашливости – этот человек склонен к хулиганству, к рискованному поведению. Вот он является пациентом, значит, Центра экстренной медицинской помощи. Ну и вот по хулиганке проходит. Вторая стадия – это максимально патологическое возбуждение мозга. Вот человек был нормальный, ходил на работу, отличный семьянин, выпил определенное количество алкоголя, и он переходит в максимально возбужденное состояние. И, соответственно, значит, он готов уже и к какому-то, значит, агрессивному поведению, как против окружающих, так и против самого себя. Если мы этого не понимаем, тогда, значит, мы не можем ничего профилактировать. Вот третья стадия – это параличность. Это практически человек, который размахивает руками, заплетается язык и качается. Сколько у нас таких, значит, блуждает по городу Иркутску? Очень много. Но вот третья стадия – это уже практически потерпевшие. Они уже драться не могут с теми, кто, значит, буйный. Они практически являются потерпевшими. Следующая стадия – безумность, когда человек практически теряет способность к прямохождению. Это вообще как бы вот он жертва всех мошенников, его можно там, значит, и подросткам отпинать и так далее. Дальше он засыпает, это вот замерзают наши люди на улицах. И следующее состояние наркозность, которое, ну, практически человек совершенно как бы вот не может не повернуться и захлебнуться как бы в своих рвотных массах. Значит, портрет жертвы. Вот мы там в докладе видим, значит, что люди почему-то вот не сообщают, почему-то вот, значит, не сигнализируют. И это приводит к тому, что люди, которые однажды в быту что-то совершили, то они дальше опять, значит, доводят свое задуманное до конца, и в конце концов они убивают свою жену, своих детей и так далее. Но я хочу вам сказать, если вам неизвестно, как бы общие уже понятные вещи, что люди, которые проживают с алкоголем, наркозависимыми, они, как правило, и сами употребляют алкоголь. Вот они собутыльниками являются, потому что проживать с алкоголиком, наркоманом практически невозможно. Кроме того, значит, явление созависимости, оно предполагает такой, значит, фальшивый контроль, как будто бы контроль есть, но оно ничего дальше не двигается, потому что употребление алкоголя и наркотиков, все знаете, это большой секрет семьи, и никто его не будет выдавать. Будут молчать до тех пор, пока нож из спины торчать не будет. В том числе и дети, они не расскажут в школе, нужна специальная программа и так далее. Хроническое недовольствие, значит, стержень как бы вот этой личной созависимости. Вот, как говорится, кошка скребет на свой хребет. То есть ситуация, этот театр, значит, который, значит, происходит дома, в быту, он в конце концов заканчивается трагедией.
Вот эти все тревоги и страхи, физическое состояние, они как бы вроде бы есть, но они не выходят наружу. И, конечно, патологическое чувство вины, что у нас что-то не так и так далее, сдерживает личность обратиться в правоохранительные органы. Ведь если это было бы не так, то бы они все пришли в органы полиции и сообщили бы. Но мы знаем, что у нас даже полиция на бытовые вот эти вот скандалы не выезжает. Почему? Потому что жена не пишет заявление. Значит, время и место событий. Вот, но если мы знаем, то можем запросто профилактировать. Уже, я думаю, что не первый год мы видим, значит, всю эту, значит, схему, когда у нас происходит. Вот если взять, допустим, календарный год, мы видим всплески, когда вот Новый год, 8 марта, День защитника Отечества и так далее. Все наши, значит, вот, основные праздники являются всплеском употребления алкоголя и, значит, всплеском преступности. Все, значит, центры экстренной медицинской помощи ждут, скажем так, и каждую пятницу ждут прилива, потому что вот в пятницу начинается это пятница, начинается, значит, вот это вот пьянство и так далее. Но у меня есть серьезное предложение к резолюции. Вот в резолюции я заметила, что у нас опять идет уклон на как бы решение последствий. Мы не говорим, вот говорим слово профилактика, а на самом деле про профилактику мы ничего не говорим. И вот если мы говорим, что профилактика правонарушений – это комплексная, многоуровневая, значит, такая система мер, то в первую очередь вот этот преступник, которого мы уже за руку поймали, остановили, значит, пресекли его преступление, он когда-то был ребенком и когда-то ничего еще не совершал. И вот нужно начинать сами на вот такой глубокой профилактике. И использовать у нас множество законов на самом деле. Если бы мы всех их исполняли, в том числе и направленных на профилактику потребления табака, алкоголя и других, значит, наркотических препаратов, то, наверное, бы у нас такого и не было. Потому что мы видим, что только нетрезвые люди, они активно совершают у нас преступления, как взрослые, так и подростки. И вот самое что печальное, что у нас достаточно указов, распоряжений, направленных на сохранение трезвости детей и молодежи, восстановление трезвости, значит, в семье, но практически они все только на бумаге, они не работают. И я думаю, что от прокуратуры прямо вот конкретно зависит, чтобы это действующее законодательство все-таки заработало. Зачем же мы их пишем, если они не работают? А по межведомственному взаимодействию, конечно, хотелось бы сказать, что надо подходить совершенно по-другому, наверное, создать проектный офис, потому что вот за свою как бы уже, значит, большую как бы такую общественную как бы жизнь я много участвую в круглых столах, но как бы только резолюции мы как бы и заканчиваем. Никакого межведомственного взаимодействия на самом деле оно нет, но может быть там первую неделю после совещания. И, конечно, нужно привлечь социально ориентированные НКО из числа активистов трезвеннического движения и отдельных граждан, таких активных пропагандистов трезвого образа жизни для социального контроля и реализации действующего законодательства в сфере профилактики употребления алкоголя и других наркотических препаратов. Потому что это главный криминогенный фактор. И своевременное выявление других криминогенных, значит, каких-то ситуаций и недопущение, значит, чтобы вот это вот все происходило. Но самое интересное, что вот мы вот даже в этом, как бы, в этой резолюции опираемся вот в основном на, значит, закон о системе профилактики правонарушений в Российской Федерации. Но не опираемся на ту же концепцию по информированию населения Республики Саха-Якутия о вреде и последствиях употребления алкоголя. Дошло до того, что вот это вот замечательное распоряжение, оно даже практически не вошло в министерство и ведомство. Ну, представляете, вот, значит, если бы с 2017 года это уже бы работало, каких бы, значит, мы уже могли избежать серьезных вот этих последствий гибели людей, в том числе и детей. Значит, хотелось бы вот отметить, что эффективность профилактической работы правоохранительных органов снижается в том числе вот, по причине, мы сказали, пассивного поведения, значит, самих граждан. Но я хочу вам сказать, я очень много езжу по республике, и я вас уверяю, ни один житель какой-нибудь глухой деревни там вдалеке никогда не покажет пальцем на бутлегера. Почему? Потому что он конкретно боится расправы. И давайте не будем кривить душой, что есть, наверное, у всех, там любая собака знает, кто продает. Вопрос, почему ни глава, значит, этого поселения, ни, значит, правоохранительные органы не принимают меры, хотя каждый знает. А люди, простые граждане, они очень боятся, говорят, что ну вот пустят красного петуха и как бы вот и поди разбирайся, почему у тебя дом сгорел. Вот, отметили, что наблюдается вовлеченность молодежи вот в эти, значит, различные, значит, информационные такие, значит, ну, скажем так, преступные, значит, сообщества, в том числе они жертвами становятся. Но жертвами чаще вот IT-технологии, вот эти банковские, значит, там какие-то кражи с карты и так далее, попадают люди, значит, пожилого возраста. А молодые,
а молодые попадают в категорию азартных игр. Я, наверное, вас не удивила, а я сталкиваюсь практически ежедневно. Обращаются люди, и как обращаются, значит, родители? Начинают пропадать деньги, вовлекаются совершенно малолетние дети, 14, 15, 16 лет. Если у нас, значит, как будто бы игровые автоматы запрещены, как будто бы у нас казино нет, но все это перешло в интернет. Будьте любезны. Ну, это хотя бы запрещено законом, а букмекерские конторы-то запросто работают. Ну, что мы хотим, да? Вот, пожалуйста. И дети начинают красть деньги и так далее, и попадают в ситуации. А взрослые от 30 до 40 лет, люди, которые попадают в такие ситуации, они практически, вот, многие готовы уже как бы уйти из жизни, потому что рассчитаться или выиграть у этой вот как бы системы казино они не могут. Но я думаю, тоже я вас не удивлю. Вот буквально, значит, несколько дней назад я опять общалась со школьниками одной из школ города Якутска. Вот эти преступные группировки, они когда-нибудь отойдут от наших школ, эти так называемые АУЕ, уже как будто бы мы их запретили, и мы говорим, а почему вот молодежь и рецидивная преступность? Ну так если преступность-то практически подошла к стенам школы и стоит, значит, у ворот, то что мы хотим? Вот наши дети-то и учатся жить по понятиям, да? Поэтому если мы не предпримем ничего, ну, как бы вот наши дети вот и остаются в такой ситуации. Значит, я считаю, что вот сегодня мы отметили, что большая проблема с людьми, те, кто, значит, был осужден и освободился из мест лишения свободы. Мы их трудоустраиваем, мы их там, значит, обучаем новым профессиям, значит, социальной реабилитации. Тут же в докладе мы видим, что практически 50% этих программ не имели никакого успеха. Программы были, деньги были, а толку не было. Почему? Они же в пьяном виде совершают преступления. А у нас система, значит, исполнения, значит, наказания, где там программы восстановления трезвости вот этих людей? Ведь в первую очередь они и пьяные сели первый раз, и пьяные сядут второй раз. И они практически, вот здесь вы пишете, 80% в нетрезвом виде. Так вот, я думаю, что при выдаче грантов нужно обязательно, вот как требование к написанию гранта, чтобы были программы по восстановлению трезвости. Можно выдавать денег много, но толку-то мы их обучим, дадим профессии, трудоустроим, он выпил, и, значит, опять с ним все это произошло. Прямо как в джентльменах удачи. Значит, вышел, выпил, значит, украл, выпил и опять сел, да? Украл, выпил, опять сел. Все одно и то же. Значит, вот здесь есть предложение взаимодействовать в рамках, значит, собственников жилья, идти, значит, по месту жительства, но я хотела сказать, что и обратиться вот к всем присутствующим. Вы должны понимать, что информирование о трезвости, о здоровом образе жизни, это должна быть тотальная такая вот ну, как бы ситуация по информированию, как такой тотальный ликбез, значит, нашего населения по этим вопросам. Потому что никто сразу не становится этим бичом у помойки, и вот этим преступникам, в том числе и рецидивистам, все начинается с того, что человек начинает сначала пить там, значит, по чуть-чуть, потом чуть больше. Но вы же все знаете, что алкоголь – это наркотики, и он умеет ждать. За каждой следующей дозой будет вторая, которая будет чуть больше, чуть больше. Ну и, как говорится, ситуация будет, если такая, что где-то там еще будут наливать, то человек как бы допьется и возьмет этот кухонный нож. Вот, поэтому я считаю, что в Республике Саха-Якутия слабо действуют правовые механизмы реализации антиалкогольной политики. Вот у нас сколько, Ольга Валерьевна, координационных советов по профилактике? Их много у нас, 4. И ни один не работает. У нас даже есть при главе республики, и как не работали, так и не работаем. Значит, еще вот хотелось бы, значит, говорить о повышении квалификации работников, значит, те, кто работает в системе вот наркологии. И, значит, потому что у нас сейчас кодировка, мы знаем, запрещена, нужны же какие-то, наверное, другие методы, чтобы они были эффективны. Но у нас до сих пор, значит, алкоголизм, наркомания считается заболеванием неизлечимым. Ну, может быть, оно тогда и так, но тогда, значит, может быть, центры как хосписы для них делать, постоянно как бы сопровождение этих людей. То есть надо как-то определиться, что мы как бы затрачиваем такие ресурсы. И вот обратите внимание по денежным потокам. На профилактику у нас даже, наверное, 50 рублей нету на жителя республики, а на одного наркобольного или алкобольного, я думаю, что цифры, это порядка, вот, если я не ошибаюсь, 500, значит, как бы рублей, значит, и больше, да? То есть это достаточно серьезные как бы суммы, а на профилактику у нас как бы денежные потоки не идут. Тем более, вот как бы я хочу говорить о первичной профилактике. Вот здесь как бы в резолюции есть как бы такая фраза о том, что надо начать профилактику, начиная с детей 14 лет. В 7 лет они в школу приходят трезвыми. Все согласны?
а в 12 начинает пробовать. В 14 уже поздно. В 14 этот человек уже, если попробовал, то это уже все, он начинает заражать других. Поэтому профилактика должна быть системной, начиная с 1 класса. Надо говорить о пользе трезвости. Это есть специальные такие педагогические, психолого-педагогические подходы. У нас разработаны 110 уроков для детей, начиная с 1 по 11 класс. И это должна быть работа системная, постоянная, беспрерывная. Вот даже тогда, когда еще ребенок только, скажем так, родился у родителей, должны охватываться родители этой программой. Дальше он пошел в детский сад, постоянный патронаж, пошел в школу, сам уже получает эту информацию. Значит, вот хотелось бы говорить о том, что у нас, значит, более 80 преступлений, значит, совершили, значит, в состоянии люди алкогольного опьянения. Но если, допустим, они совершили, то, значит, как эти люди проходят восстановление трезвости? Есть такой подход, допустим, принудительное, значит, лечение, но по закону мы можем только в нескольких случаях, когда это было связано и с именно вот уже человек совершил какое-то преступление и как бы не может. Но ведь давайте тоже не будем кривить душой. Ни один алкоголик, даже курильщик, тем более наркоман, если бы это было бы не так, то бы они здесь все в очередь стояли и слушали бы то, что мы сейчас здесь рассказываем. Никто не собирается лечиться. Понимаете, какая уникальная ситуация? Мы здесь говорим, сотрясаем воздух, а они ведь не собираются лечиться. И здесь вот сидящие, если есть курящие, то, значит, подойдите после совещания ко мне, я расскажу, как бросить курить. Вряд ли вы останетесь, да? Как курили, так и будете курить. То же самое, значит, алкоголь. Попробуйте вот культуропетельщику сказать, что с ним через 2-3 года будет трагедия, он убьет там своих детей и так далее. Ничего подобного. Этот человек, это же психология. Медики подтвердят. Отрицание, очевидно, называется. Воздействие, значит, наркотика на мозг. Вот хотелось бы, так как сегодня присутствует Валерий Алексеевич Лютый, и, ну, я могу ошибиться, но вот я думаю, что законодательная инициатива у прокуратуры Республики Саха-Якутия, по-моему, нету, да, возможности законодательной инициативы. Ну вот, Валерий Алексеевич, да, вот хотелось бы, значит, все-таки, чтобы у нас пошла законодательная инициатива, и мы, наконец-то, как бы вот закон-то привели в соответствие. Вот у нас же часть законов, где мы называем алкоголь, даже 171 федеральный закон по регулированию, значит, производства, продажи и вот потребления алкоголя. Называется алкоголь пищевой продукт. Смотрим литературу медицинскую. Там, значит, протоплазматический яд, врачи у нас наркологи лечат и так далее. То есть ряд законов, мы там говорим, такое странное словосочетание употребление, злоупотребление. Практически мы с вами, значит, уважаемые собравшиеся, ну, скажем так, находимся в ситуации, когда народ запутан. Он так и не может понять, где вот норма употребления, где злоупотребление. То есть нет четкого понимания. На самом деле, мы все знаем со школьной программы, что алкоголь – это сильнейший протоплазматический яд, наркотик, который вызывает возбуждение, затем паралич нервной системы. Все вроде понятно, если взять науку токсикологию, там все четко написано, как эти все стадии, значит, от первой ложки проходят. И вот мы сделали гипотезу. Вот у нас есть правонарушение по линии, значит, дорожного движения. Сами знаете, погибает очень много людей. Приступили мы к этому проекту еще в 2012 году. Но никак не могли войти, тут нужны же какие-то разрешения и так далее. Приходит, значит, соответствующее руководство, и мы 3 года проводим там работу. Одна лекция, 1 раз в неделю для тех, кто уже пьяный был за рулем. И результат за 3 года, количество рецидива, когда люди еще раз возвращаются пьяными, значит, на дорогу, у нас, значит, улучшение ситуации более чем в 10 раз. То есть одна лекция 45 минут. Представьте себе, минимальные затраты, копеечные средства нужно выделить для того, чтобы получить результаты, о которых мы сейчас говорим. И вот если бы еще органы самоуправления, значит, руководители всех, значит, подразделений лично бы отвечали за то, чтобы каждый член, значит, их коллектива был трезвым, то, наверное, мы что-то бы имели. Но у нас, как бы, говорим, дело добровольное, хочу пью, хочу не пью, только, значит, потом, когда возникает проблема, мы как бы все хлопаем, значит, там, всплескиваем руками, хлопаем глазами, значит, расстраиваемся. И еще, самое важное, хотел сказать. Вот сейчас, значит, алкогольное регулирование у нас ушло в систему предпринимательства. Но я хочу сказать, ну давайте, мы все взрослые люди. Но не может быть козел хорошим огородником. Не может волк пасти овец. Ну как они могут сами себя регулировать? Ну это же как бы абсурд.
И сразу, как только значит, мы удалили значит, управление алкогольным регулированием, которое возглавлял Лыткин Матвей Иванович, как бы вот уже по определению значит, трезвенники, команда значит, была по вот нашей просьбе именно вот собрана в этот коллектив из числа трезвенников, чтобы не было никакого вот личной заинтересованности. Был результат. 188 трезвых сел мы имели. И теперь за несколько лет мы имеем только одно трезвое село, которое вот, значит, подошло к полному запрету. Очевидно, количество этих наливаек у нас выросло значит, прямо в разы, потому что идут семинары, как эти наливайки открывать. То есть они вторую часть функции, как вот в рамках как бы, алкогольного регулирования, там же написано не просто регулировать, а снижать потребление алкоголя. Давайте почитаем нормативные документы. А там какое снижение? Вот сейчас, буквально осенью, прошло значит, заседание Элтумена, и там мы увидели, что по Арктике резкий рост продажи алкоголя. И там и так большое среднее дешевое потребление. И аж на 50-80% в некоторых УОСах. Но кто-нибудь вздрогнул? Кто-нибудь принял какие-то меры? Никто. Ну а дальше за этим же будет рост преступления, рост будет всего. А там по северу вообще ни о чем не будут сообщать. Поэтому, значит, очень мне приятно, что мы собрались в таком составе. Я думаю, что мы подошли, но если прокуратура уже взялась за этот вопрос, я думаю, что теперь как бы обратной дороги не будет. И поэтому я выражаю глубокую вот, благодарность тому, что мы вот прямо буквально с прошлого года прямо чувствую, что серьезно взялись за этот вопрос. Действительно, нас общество это не устраивает. Мы как общественники готовы, значит, взаимодействовать, готовы рассмотреть вот эффективность денежных потоков, и большая просьба вот к Ольге Валерьевне пересмотреть все-таки вот количество денежных потоков на первичную профилактику и уже на как бы реабилитацию тех, у кого возникла проблема. Поэтому у нас вот есть такая возможность создать для оперативного как бы такого взаимодействия общественный совет при прокуратуре Республики Саха-Якутия с привлечением вот наших активистов трезвенного движения, значит, провести лекции, семинары. Я прошу прокуратуру, Айдар Лазаревич, прямо вас прошу, вот для примера для всех министерств и ведомств провести полный, тотальный ликбез работников прокуратуры по вопросам трезвого и здорового образа жизни. У нас же есть распоряжение, мы же должны его выполнять. Давайте покажем, как надо его выполнять, значит, вплоть до структурных подразделений по республике. А мы, в свою очередь, готовы будем значит, посодействовать, работать на благо республики. И я думаю, что вам мой доклад понравился, он немножко взбодрил вас и, может быть, заставит немножко поменять угол атаки и заняться, на самом деле, первичной профилактикой. Спасибо. Ольга Валерьевна, Елена Ивановна, значит, большое вам спасибо за содержательное выступление информативное. И мы переходим, значит, к следующей части, к обсуждению, значит, состоявшихся выступлений по обмену мнениями, заслушиванию предложений экспертов. Ну, к свободному микрофону можно подойти, если есть что сказать, мы послушаем. Пожалуйста. Да, Валерий Алексеевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Конечно, тема сегодня актуальная и важная, тем более мы сейчас заслушали Елену Ивановну, я во многом ее поддерживаю, знаю, с каким, в общем, упорством и самоотверженностью именно она на этом поприще добивается того, чтобы люди меньше пили, и из этого не разрушались семьи, люди не попадали в тюрьму, ну и просто, чтобы люди были здоровы. Это очень важно, здоровье людей. И, конечно же, законодательно очень важно эту помощь оказывать, но мы знаем, что в основном это регулируется федеральным законом. Вот пример. Многие поселковые советы, наши поселки, особенно в арктической зоне, принимали решения без алкогольной, то есть образа жизни, трезвого образа жизни, без продажи алкоголя. Но, к сожалению, федеральный закон не позволяет ущемлять права предпринимателей в этой области. Они обжалуют их в судах, и высшие инстанции, и так далее. И суд, конечно же, принимает ихнюю сторону. Тут проблема есть законодательства, я с вами соглашусь. И все инициативы, которые будут исходить от общественников, от общественной палаты, от прокуратуры,
мы будем готовы с большим вниманием рассмотреть, и все, что в рамках полномочий Госсобрания, конечно же, мы должны это делать. Я вот вернусь все-таки к теме нашего круглого стола. Это профилактика тяжких преступлений, повторности и преступности. Я, конечно же, понимаю, что это долговременная задача. Сразу ее тут, какие бы мы меры ни приняли, не решить, но Елена Ивановна правильно сказала, ну хорошо нам углубить, улучшить, хорошо. А где конкретно? Конкретно кто, когда и что должен сделать? Вот я должен был увидеть, вот министерство такое-то, ответственный такой-то, решаем, принимаем такое-то, финансирование оттуда, и все точно расписано, так сказать, мы называем это дорожной картой. Конкретика. Это мы вот этим всегда страдаем, конкретикой. Поэтому, конечно же, вот хотел спросить, тут есть у нас, тут присутствует кто-нибудь с Министерства культуры, образования? Есть у нас тут? Присутствует, да? Потому что одну важную вещь хочу сказать, что да, как прокурорские работники, вы в первую очередь смотрите на законодательную базу и меры, ну, скажем, в том числе социальной поддержки тех, кто возвращается с мест не столь отдаленных. Но мы же должны понимать, что повторность преступления, она идет подросткового уже уровня. И вот большая часть связана, как мы сказали уже, и с том, что алкоголизм, и большая часть связана и УЕ, и так далее, и так далее, и так далее. И тут вот профилактические меры, они должны быть направлены, ну, уже, наверное, со школьной скамьи, и в том числе мы должны как-то регулировать это процесс воспитания детей, внедрение трезвого образа жизни, поддержка, в первую очередь, общественников, которые вот бьются над этим. Надо больше финансирования туда выделять. Нужно поддерживать этих людей. Именно те, которые умеют это делать. Понимаете, если я прочитаю лекцию, ну, наверное, может быть, я не смогу кого-то убедить. А вот Лена Ивановна, она сможет убедить, она сможет показать. И таких людей много, их надо поддерживать. Я, наверное, сейчас уже заговорил как общественник. Вот, но то, что мы знаем, что именно что работает и что не работает. Не одни только законодательные и меры наказания. Ну и также хочу обратить внимание на момент. Ну, все уже согласились, наверное, увидели, что цифры говорят о том, что особенно повторное правонарушение и нарушение закона, особенно тяжких преступлений, это состояние опьянения, вернее, и ни один алкоголик, уже было сказано, не признает себя алкоголиком. Ну, вот не было такого еще. Вот, будет шутками, прибаутками, что тут такого, мол, ну, выпиваю нормально, как все люди. Вот профилактически нужно как-то, я не знаю, законодательно обращать внимание, что человек, если уже был осужден именно с применением, под воздействием, точнее, алкоголя, то он просто обязан проходить профилактические меры, обследования и так далее, просто и обязать его надо, потому что сам человек не пойдет. Тут же напрашивается вопрос, а когда мы вопрос будем решать, или у нас решается метод резвителями? Ну, так раньше называлось, сейчас не знаю, как-то вот по-другому хотят назвать это. Это когда человека задерживают, да, он еще не совершил ничего, да, он еще не хулиганит даже. Идет бы человек, но его могут, ну, если я не говорю слово «привлечь», это неправильно, но как бы помочь доставить до дома хотя бы. Если человек совсем не понимает, куда идет и где он живет, доставить его в какое-то специализированное место пребывания, помочь ему там прийти в себя. Ну, вот такие меры тоже, тоже требуют финансирования, тоже надо рассматривать эти вопросы. Ну и, конечно же, вот еще раз говорю, у нас тоже Котенко, да, у нас место.
ну, удручающее там положение и помещениями, зданиями, и условиями пребывания врачей и так далее. Я думаю, что мы должны признать, что это очень серьезная болезнь, которая вот факты, из которого исходят. Это мы еще не говорим про здоровье, на которое влияние. Поэтому в заключение, не хочу долго задерживать других выступающих, скажу, что особое внимание обратить, чтобы на повторности не было, это профилактика алкоголизма. Поддержу Елену Ивановну в этом вопросе. Спасибо. Благодарю за выступление. Можно, да, Дарья Лазаревич? Да, пожалуйста. Сорок Михаил Михайлович, председатель Совета муниципального образования Республики. Ну, согласен, 80-90% люди совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. Ну, я не очень соглашусь с Еленой Ивановной, что тут другие структуры по этому направлению ничего не делают. Тут, допустим, в Улусах, ну, возьмем вот Татинский, за последние годы там 14 населенных пунктов, и само население, главы, депутаты организовались, и там осталось только 2 населенных пункта, которые продаются виноводочные изделия. Вот по этим, по бутлегерам, да, у глав, да, им жалуются на самом деле, допустим, вот Семен продает, там Терентий продает. У глав есть рычаги. Вот, не дадут земельный участок под сельхозугодию, не подключат централизованному источнику тепла. И на самом деле почти нет в селах точек. Одна продавала у штате, уехала, что бизнес у нее закрылся и уехала. Поэтому не так уж безнадежно, там и депутаты, главы сами, вот когда принимают решение, там сход собирается и голосует, и принимает такое решение. А вот 2 населенных пункта осталось, Лусный центр и Харбалах, промышленный поселок, там Харбалахский угольный разрез, они, мужики, организованы. Когда глава собирает по этому вопросу, там зал бывает полон мужиками, короче. И, конечно, голосуют против принятия данного решения. Вот. В Улусном центре мы вывели 4 больших магазина, но приняли решение от детских учреждений 1,5 километра. Они все вышли на периферию. Даже меня одна предприниматель подала, ну, меня в Следственный комитет вызывали, имели со мной беседу, я писал объяснительную. Но все равно, все-таки мы их вывели, сейчас центральные улусы чистые, не ходят эти люди, черные такие все. Вот. И раньше как было, допустим, мы приезжали тут, в город Якутск, центральная площадь Ленина, сидят там на скамейках возле фонтана молодежь и пиво пьет. Бывало же такое, лет 15, 10 даже назад. Надо же смотреть динамику. Сейчас спортзалы полным-полно, и в селах то же самое. С утра до вечера мы там и составляем графики, и еле вот рабочая молодежь, какие секции там должны заниматься. Залов не хватает на самом деле, коллеги. И вот на праздниках даже народ вообще пить не стал. Ну не вообще, а так вообще не те года жил. Надо это смотреть, коллеги. Вот по профилактике, по теме дискуссионного, ну, этой форума, да, вот очень много, я согласен с Иваном Анатольевичем, очень много зависит от нас, от органов местного самоуправления, как мы выстроим отношения с этим контингентом, которые освободились из мест лишения свободы. Вот у нас есть тоже, ну как во всех деревнях, в улусах, они, мужики, самоорганизовались, одна бригада, одна часть занимается строительством, у них пилорама,
и другие. Мы им помогаем. Другая бригада, у них техника хорошая, дорожная. Вот, конечно, согласен, прокуратура требует, у нас есть программа профилактики, но вот с тем контингентом, к сожалению, нет. Но мы фактически с ними работаем каким образом? Мы им даем подряды. Подряды, дотационные луцы, у нас там эти несколько сот тысяч эту проблему не решают, но подряды там бывают и миллионами. Эти ребята, это, мужики, там наши соседи, осужденные бывшие, родня, там, друзья, они самоорганизовались и работают, собирают вокруг себя тоже этих ребят, которые освободились из мест лишения свободы. Вот. И у нас идет по федеральной программе ежегодно строим дороги муниципальные, деньги федеральные. И генеральный директор Татавтодора Иван Иванович Бащонин дает подряд этим ребятам, у которых, Петров, у которых техника хорошая. Там на самом деле миллионы. Вот, поэтому с этим контингентом у нас отношения нормальные. И преступность, вот в докладе, спасибо, не прозвучало, допустим. Вот. На прошлой неделе мы одному мужику, осужденному тоже, с той же, скажем, категории, дали соцконтракт 250 тысяч на ритуальные услуги. Конечно, народ уходит в мир иной. Эта услуга очень востребованная. Там работает одна бригада, монопольно высокие цены. Сейчас вот этот Никифора будет цену сбивать. Надо им труд, давать объем работы и с ними работать. Они мне пишут, просят, старший брат, там работа нужна, там что нужно, вот туда-сюда. Надо с ними таким образом выстроить нормальные человеческие отношения. Мы, правление, есть в Совете правления, там 50 глав, депутаты. Ежеквартально проводим совещания. На следующих совещаниях мы включим этот вопрос тоже и попросим вас, чтобы прокуратуры были, приняли участие, рассмотрим, у какого ЛУСа хороший опыт, будем распространять. Все у меня, спасибо. Разрешите сказать, Сидоров Алексей, Совет отцов. Хочу поприветствовать, поблагодарить всех за работу, за труд, то, что мы все вместе собрались и обсуждаем очень актуальную проблему. В поисках инструмента снижения преступности, может, я как-то по-своему скажу, да, я считаю, в сфере профилактики мы должны все равно принимать законы. У нас есть принятый закон об ответственном родительстве. И в рамках этого закона, я сам приемный родитель, прошел школу приемных родителей, я считаю, что мы должны структурировать и создавать школы. Потому что все, что у нас здесь мы сегодня говорим, это все затрагивает личность. Основы личности закладываются в семье. И самое главное, закладывается культура труда. Мы как-то забываем про это. Да? У нас нет детского труда. У нас подросткам негде пойти и взять это начало трудовой деятельности. Да? Когда мы спрашиваем у старшего поколения, во сколько они начинали трудиться, они там с 4 лет загоняли скот. И когда мы сейчас говорим, что наши вышедшие из столь неотдаленных мест ребята не хотят работать на стройке, я считаю, что это отсутствие культуры труда. Это потому что наши деды трудились там, где была работа, и не погнушались никакого труда, и мы за счет этого живем. Эти корни мы где-то потеряли, и поэтому необходимо возрождать эти школы для того, чтобы дети понимали, как заводить семью, ценность семьи. А то мы и имеем вроде бы спортсмены, но вроде бы такие ситуации, когда молодой человек свою девушку обливает кипятком. Это в голову не умещается, да? Но мы это имеем. Как? Это же не просто так происходит. То есть это где-то это, во-первых. Во-вторых, отсутствие культуры труда. Я считаю, что у нас люди стоят и не хотят трудиться. Тут нужно нам опять посмотреть на наши законы.
Кстати, вот по поводу федеральных законов. Мы живем в самой холодной обитаемой точке мира. И поэтому на те средства, которые есть, у нас люди находятся в трудных условиях жизненных, в тяжелых. И поэтому здесь, я считаю, нужны какие-то особые условия, особые законы, которые будут улучшать жизнь нашего народа. Да. Вот. И поэтому возможно рассмотреть тоже в законах создание, раньше в Советском Союзе были лечебно-трудовые профилактории. То есть это те места, где люди могли трудиться и через труд возвращались в нормальную жизнь. То есть, может быть, возможно как-то рассмотреть где-то какие-то возможности и создание вот таких необходимых, потому что, ну, как показывала практика, эти люди возвращались в строй нормальных людей. Ну, мне коротко все. Спасибо. Пожалуйста. Ой, у кого есть еще выступление? Пожалуйста, слушаем вас. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Зинаида Корякина, я представляю юридический факультет Северо-Восточного федерального университета. Вот резолюцией мы ознакомились, со справкой мы ознакомились, ну, немножко это как бы разные документы, видимо, разные люди составляли, но суть не в этом, да. По поводу информирования очень много сказано о том, что нужно действительно достучаться до каждого, информировать, рассказывать о вреде алкоголя, о важности, ценности трезвости, о профилактике правонарушений и так далее. Да? В общем, юридический факультет, он ведет магистерские программы, и каждый магистр, он обязан проходить педагогическую практику. Это достаточно много часов, поэтому я предлагаю вам вот такой, ну, возможно, даже бесплатный ресурс для того, чтобы привлекать наших студентов для информирования. Да? То есть мы могли бы и в образовательные учреждения, в общем, ходить, да, и, возможно, даже места лишения свободы для того, чтобы вот заниматься, принять участие в информировании как одного из основных способов профилактической деятельности. Потому что педпрактика, она требует усовершенствования, в этом числе и консультирования, и информирования. И второе мое предложение, да, по поводу информирования также. Нам все-таки, наверное, нужно брать пример с МЧС. К нам же приходят на телефоны сообщения от Министерства чрезвычайной ситуации, что вот нужно насторожиться, что какая-то погода, что нужно соблюдать какие-то правила. Возможно, нужно также этот способ СМС-информирования использовать и лаконичные тексты составлять для того, чтобы также достучаться до каждого, да, в том числе о вреде алкоголя и о том, что нужно учитывать все опасные последствия от его злоупотребления. Ну и, возможно, также это использовать для информирования по поводу виктимного поведения в отношении информационной киберпреступности. Вообще бутлегерство, и есть третье, да, предложение, вот по поводу бутлегерства. Это особое преступное искусство, да, это специализация, специфика идет в данном случае в отношении субъектов этих преступлений. Вот, возможно, в МВД есть отдельные какие-то структурные подразделения, занимающиеся именно противодействием этой преступности, на том простом основании, что сейчас не только сайты заняты, да, но и WhatsApp-группы, Telegram какие-то каналы, везде идет незаконная продажа алкоголем. Поэтому, видимо, нужно создавать какие-то специализированные отделы или, может быть, специальные какие-то должности в этой части. Ну вот, такие предложения у меня. Спасибо большое. Спасибо. И кто еще хочет выступить, пожалуйста? Юрий Жигусов, доцент ТИФКИС. Так, ну, я хочу конкретно по предложениям. И ну, для того, чтобы снизить пьяную преступность и преступность вообще, нужно снижать доступность алкоголя для населения и спрос, да? Ну, спросом занимаются общественники, государство, средства массовой информации, это отдельно, да? И доступ, да? Доступ бывает, как вы знаете, временный способ, ну, доступ, временный, шаговый доступ, и ценовой доступ. Ну, вот доступ к алкоголю у нас сильно, ну, достаточно сильно ограничен нашими законами, региональными в том числе, да? Но следует признать, что с 2018 года идут неоднократные попытки пересмотреть наши региональные законы. Да?
попытки изменить, удлинить, продлить время продажи алкоголя и другое. Да, несколько раз некоторые депутаты предпринимали попытки провести такие законы. И поэтому вот такие предложения. Госсобрание и Литмен рекомендовать пресекать проекты нормативно-правовых актов с целью недопущения необоснованных изменений в региональное законодательство, вносимые участниками законодательной инициативы в пользу ослабления действующих в республике ограничений по розничной продаже алкогольной продукции. А также в резолюции нет ни слова о том, что с целью консолидации совместных усилий и оказания поддержки необходимо обратить внимание на специализирующиеся в сфере противодействия алкоголизации НКО, привлекать их для участия в выполнении поставленных задач, прислушиваться к их мнению. Без консолидации усилий невозможно активное сопротивление алкоголизации населения и ее последствиям. В резолюции нет ни слова о том, что Республика Саха-Якутия наработала некоторый положительный опыт противодействия алкоголизации населения путем установления ограничений с 2010 года, ярким примером которого являются трезвые села и отдельный блок законодательства по этой части. Предлагаем включить о том, что необходимо продолжение и совершенствование действующей социально-экономической нормативно-правовой системы антиалкогольной политики в Республике Саха. Нужны законодательно установленные привилегии для зон трезвости, для трезвых сел, поощрение, информационная поддержка, поскольку это основа профилактики преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Это поддержка трезвого, здорового образа жизни. Спасибо за внимание, у меня все. Спасибо. Ну, безусловно, все будет учтено, мы все фиксируем, как я уже вам говорил. Здравствуйте всем. Меня зовут Алексеева Лера Ивановна. Я являюсь заместителем председателя Трезвой Якутии. А также я являюсь лектором-методистом по методу Шичко. Являюсь пропагандистом. Читаем лекции в школах, в учебных заведениях, в ГИБДД, ну и в других организациях тоже. На самом деле так получается, что вот... Ага, спасибо. Ближе, да, кстати. Вот многие резолюции круглых столов, публичных слушаний, у нас очень много мероприятий разных проходит, и все остаются в основном без движения и контроля. Получается так, что непродуктивное взаимодействие. К социальному контролю над преступностью или над исполнением действующего законодательства в сфере профилактики НКО почти привлекается очень формально. НКО – это некоммерческие организации. Так, один из факторов преступности есть употребление алкоголя и других наркотиков, но выводы опять-таки не делаются. Источники финансирования программ первичной профилактики не определены или очень скудное финансирование, которое очень, в денежных эквиваленте очень малая сумма. А затраты на лечение и на реабилитацию получается всегда больше. И это получается так, что появляются у нас новые алкоголики, наркоманы, зависимые люди. И, к сожалению, на момент сейчас, на момент сегодня лечение всех наркотически зависимых, алкоголезависимых людей превращается в коммерческий бизнес, так как услуги эти достаточно дорогие, по высоким ценам и не приводят к какому-либо результату. То есть все возвращается на круги своя. Дальше хотела бы еще затронуть такой момент, да. У нас в социуме есть разные центры для осужденных, для наркоманов, для жен алкоголиков, да, это как поддержка. Я знаю центр, где собираются матери, женщины, они все одной бедой наделены, у них пьющие сыновья либо мужья. Но на самом деле нигде я еще не встречала, нет центра трезвости. У власти, к сожалению, нашей нет помещения, средств, финансов. В таких центрах могли бы заняться вопросами профилактики, сохраняли бы трезвость детей, молодежи. То есть мы бы, лектора, методисты, провели бы огромную колоссальную работу с финансированием.
по отрезвлению вообще нашего населения, нашей республики. Вот. Ну, очень много говорим о профилактике алкоголизма и наркомании, но все же на сегодняшний день, пока ВОЗ и ныне там, немножко такое формальное отношение. Вот мы, лектора, методисты, могли бы внести такой достаточно определенный вклад, поскольку после наших лекций у людей меняется сознание. Вот я сама лично в ГИБДД выступаю вот уже с 2017 года. Вот, есть определенная динамика, статистика. У людей происходит какое-то вот переосмысление. В общем, лично по моим вот лекциям, но определенное количество людей вот стали жить трезво. У меня все. Благодарю. Спасибо большое. Еще, да, кто-то хочет выступить? Пожалуйста. Добрый день. Анастасия Савина, зампредседателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело». И к тому же я являюсь заведующей поликлиники Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия «Детская городская больница». В 2010 году на нашу больницу была возложена очень большая и ответственная работа создания Центра здоровья для детей по формированию здорового образа жизни. Мы специалисты прошли обучение по пропаганде здорового образа жизни и массово вышли в школу. И с тех пор, вот уже получается 11-й год, мы работаем в школе, и неудивительно, и работаем не только с учащимися, также с родителями и педагогами. И неудивительно, что мы там встретились с социально ориентированными некоммерческими организациями, такие как вот Общественный фонд города Якутска «Здоровый образ жизни», вот эта общественная организация «Общее дело», общественное движение «Трезвая Якутия». И мы консолидировались, усилили свою работу, и, конечно, вот начиная с 2017 года мы активно сотрудничаем с этими организациями. Эффект, конечно, видим. Во-первых, мы видим результат, охват. Практически 2,5 раза увеличился охват работы, эффективность видим. И на сегодняшний день у нас очень, довольно-таки много таких действующих проектов. Это, во-первых, уроки трезвости в школах, которые проходят весь сентябрь и октябрь месяц каждый год, практически уже начиная с 2018 года. Это уроки здоровья, где мы говорим о здоровом образе жизни. Это у нас системная работа идет уже по графику в течение учебного года. Это проект лектории с приписниками. При первоначальной постановке юношей на воинский учет проводится в военкомате городском. И лекторий, который мы проводим с призывной молодежью при республиканском военкомате. То есть это действующие проекты. И, конечно, здесь хотелось бы, чтобы был проведен анализ этой работы. И также в предложениях, в резолюции хотелось бы, чтобы вы добавили о поддержке вот таких общественных инициатив государственными учреждениями, чтобы они стали социальными партнерами. Также с нашей больницей работает очень хороший проект «Перемена». Это проект, который работает с детьми с ожирением. С чем сталкиваются общественные организации? У них нет помещения, даже элементарного нет помещения. Мы предоставляем им помещение, конференц-зале, наши технические условия. Понимаете, даже такая минимальная поддержка нужна общественным организациям. И когда мы привлекаем их в качестве социальных партнеров, так это же идет усиление вот этой всей работы. И здесь все согласились, что профилактика правонарушений – это и есть пропаганда здорового образа жизни. Это и есть сохранение естественной трезвости наших детей, молодежи и отрезвление населения в целом. И второе предложение, может быть, прокуратуре рекомендовать мэру города Якутска воспользоваться своим правом, как муниципалитету, и установить новое расстояние от объектов социального, от культурно-социальных объектов 300 метров по прямому расчету до точек продажи алкоголя.
Потому что мы видим? Рядом школа, через забор, значит, точка у нас продажи алкоголя. По прямому расчету 10 метров, а по этим тротуарам, по лабиринтам 65 метров. Это двойной стандарт, товарищи. Давайте тогда, уж если мы говорим серьезно, да, мы на таком уровне, давайте такие действенные меры принимать. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Василий Домотов, я студент Арктического государственного агротехнологического университета. Вот. Как сказал Михаил Михайлович, да, за последние 10-15 лет очень сильно изменилось число правонарушений студентами. К счастью, сократились тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершают студенты. Я считаю, что во многом это заслуга вот таких общественников, как Елена Ивановна, и соглашусь с мнением Валерия Алексеевича в том, что профилактика является основой, чтобы потом у нас не было вот людей, которые содержатся под стражей, да? Ну, которые переступили закон. И вот получается на примере студентов медицинского колледжа, да, когда у нас проходили курсы по методу Шичко, вот Елена Ивановна с нами работала, мы организовали свою команду и работали уже сами со студентами и со школьниками. Нам было очень интересно и полезно. Но потом, когда по окончанию когда уже кто куда поступил учиться, кто куда пошел работать, мы остаемся. Мы работаем в своем окружении, мы пропагандируем трезвый здоровый образ жизни. И вот в частности того, что не хватает. Допустим, я как студент нашего университета, нам не хватает вот рядом с нашим кампусом и учебным корпусом, нам не хватает молодежных центров. Культурные, там, допустим, даже те же самые компьютерные залы, которые должны находиться рядом с нами, которые созданы для нас. Их нет. Их нет практически в городе. Их очень мало. Каждый, наверное, согласится, да? Все же вы живете в этом городе. Все вы видите. Поэтому, вот, во-первых, нам нужны вот именно культурные, спортивные, направленные на молодежь площадки. Во-вторых, нам нужна работа со студентами. Точнее, не нам, а вам, скорее всего. Допустим, как у нас ректорат, и у нас вот есть проректор по воспитательной работе Василина Павловна Лукина, и наш в Рио ректора Кривошапкин Константин Константинович. Они всегда настаивают на том, чтобы мы работали, я являюсь председателем студенческого координационного совета, чтобы мы работали со студентами, и чтобы нам помогали вот работники воспитательного отдела. У нас там работа в основном заключается на систематическом подходе. Сначала осенью работает психолог, который вот, открывает ребенка, да, который вот пришел осенью учиться, поступил. Он не знает, что ему делать. Он только оторвался от дома. Вот. У нас сейчас в университете работает более 30 кружков и различных секций, научные кружки. У нас проводятся досуговые мероприятия. Вот мы только перешли на офлайн режим, и уже существует предварительная договоренность с Еленой Ивановной, чтобы она организовала нашим студентам вот подобные курсы. Да? И второе, что бы мы хотел бы озвучить то, что вот мы живем по двум общежитиям, да? У нас вот первое общежитие, там на Саргалявском, и живем вот рядом с автовокзалом. Ну, рядом с автовокзалом вы все прекрасно знаете, кто там, что там, какие люди там живут, какой там контингент. Некоторые студенты возвращаются поздно вечером, и это уже опасно становится. Допустим, я живу рядом с автовокзалом в общежитии. У нас были такие случаи стычек, как бы хорошо, что обошлось. Да? Но это же не факт, что мы сможем так просто разойтись. Покричали, разошлись. Если там будет драка, допустим,
Получается то, что мы уже автоматически переступим закон, потому что мы вынуждены будем отбиваться, и, соответственно, это будет уже статья административного правонарушения, хулиганского. И у них то же самое будет. И должно быть именно вот трудоустройство временное студентов. Допустим, это какая-то молодежная биржа труда, либо малое предприятие, которое будет работать только со студентами. Чтобы дети учились, работали, чтобы у них не было времени на всякие глупости, чтобы они вообще, у них чтобы вообще не было времени. Учеба, досуг, работа, уроки и все. Ну, чтобы его не тянуло улицу, потому что город, он сам по себе будет привлекать такими противоправными. В основном же это клубы, а в клубах что, употребление алкоголя, драки. Все прекрасно, лучше меня, наверное, даже знаете. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста. Эверстов Егор Дмитриевич, Совет ветеранов прокуратуры республики. Уважаемый Андрей Лазаревич, Ольга Валерьевна, участники форума. Сегодня мы рассматриваем очень важные вопросы профилактики тяжких, особо тяжких преступлений и повторной преступности. Но хочу вас обратить, что сегодня самое лучшее, это давно забытое старое. Я хочу вас обратить ваше внимание, здесь не прозвучали об этом, привлечение общественности к профилактике преступлений. А ведь согласно 128 федеральному закону об основах системы организации правонарушений Российской Федерации, субъектам профилактики относятся также и органы местного самоуправления. И также в профилактике могут быть приняты участие граждане и общественные организации. Вот в наше время, когда мы молодые были, все примерно участвовали в ДНД, народных дружинах. И я тоже был внештатным сотрудником полиции, милиции тогда еще. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, вот именно алкоголизация населения, вот совершение преступлений в быту начинается на земле, как говорится, среди населения органов местного самоуправления, в поселках, на селах. Поэтому я хочу возродить вот эту традицию, давно забытую, но хотя еще есть по данным МВД, у нас по республике сейчас всего 128 добровольных дружин действует по республике, но это, я считаю, мало. И при этом в крупных населенных пунктах идет недостача участковых полномочий полиции. Это было всегда. Не хватает сотрудников. Поэтому я хочу обратить ваше внимание вот к этой проблеме, возродить традиции ДНД внештатных сотрудников полиции сейчас. И у нас Совет ветеранов конкретное предложение мы внесем. Могу сейчас по пункту 2 огласить. С привлечением органов местного самоуправления повсеместно организовать деятельность добровольных народных дружин, ДНД, для обеспечения охраны общественного порядка, выявления лиц, страдающих алкоголизмом, граждан, занимающихся реализацией алкогольной продукции и пресечения фактов насилия и правонарушений в быту. По пункту 5 Министерство внутренних дел усиливает работу участковых полномочий полиции по выявлению превентивных составов преступлений, которые совершаются гражданами в быту с привлечением лиц к административной и уголовной ответственности. Из доклада Ивана Анатольевича мы узнали, что по 2020 году по обращениям граждан 10 800 поступили обращений, из них к ответственности привлечено всего только около 3000 человек. Это, считая административное наказание и уголовную ответственность. А 7000 граждан остались безнаказанными, не считая, ну, в том числе и те, которые отказали написать заявление. Но это очень много. Вот 7000 человек остались безнаказанными, они могут повторить преступление. Поэтому вот органам внутренних дел хочу обратить особое внимание превентивным составом преступления, выявления. Далее. Организовать совместно с органами местного самоуправления деятельность внештатных сотрудников полиции в крупных населенных пунктах, где отсутствует штат участковых полномочий полиции для оперативного реагирования на правонарушения. И так, далее по профилактике повторной преступности. У нас в 2020 году 59% тяжких и особо тяжких преступлений
совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Из них 60% не имеющим постоянного источника дохода. При этом несвоевременное привлечение осужденных к исправительным работам и обязательным работам лиц служит поводом для совершения повторных преступлений. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, органы местного самоуправления обязаны квотировать места вот таким осужденным с указанием предприятий, где они должны проходить эти наказания, и определить виды обязательных работ, где люди должны трудоустроиться, проходить отбывание наказания. И по своей практике я знаю, когда надзирал УПСИН, очень много было нареканий и сегодня в отношении уполномоченного полиции, органов МВД и уголовно-исполнительной инспекции сотрудников. Но по своему опыту я знаю, что по исправительным работам, по обязательным работам сотрудников уголовной инспекции физически не могут всех охватить как бы контролем, да? И в связи с этим совершаются повторные преступления. Поэтому руководству УПСИН я пожелал бы рассмотреть увеличение штата сотрудников УИ, которые непосредственно работают с осужденными к исправительным работам и к обязательным видам работы. Кроме того, вот совершение повторных преступлений, ранее совершения преступления показывает на отсутствие должного административного надзора со стороны органов внутренних дел за освобожденными лицами. Это уже становится не нашими гражданами, рядом проживают. В этой части тоже надо усилить работу. И у нас по повторной преступности предложение, вот пункт 3, органам местного самоуправления организовать взаимодействие с филиалами УИ, УФСИН России по Республике Саха-Якутия при квотировании рабочих мест для отбывания осужденных к терроризму и обязательным видам работ. Потому что вот мы с выступления узнали, что в реальности, возьму пример вот по городу Якутску, постановлением администрации города в отношении 150 ежегодно уголовно-исполнительная инспекция проходит вот эти 150 лиц, осужденных к исправительным работам и обязательным работам. Но мест предоставлено только в 62 предприятиях, и места определены всего 70. Этого вообще недостаточно, я считаю. Поэтому должно быть взаимодействие в этом. Поэтому пункт 3 я указал. Министру внутренних дел хотел бы пожелать организовать надлежащий административный надзор за лицами, освобожденными с мест лишения свободы. И в УПСИН России по республике, пункт 6 там идет, рассмотреть вопрос увеличения количества штатной единицы, хотя сегодня никто не огласил вот это, какая там ситуация, да? Но я по своему опыту знаю, что там не хватает работников. Так, значит, рассмотреть вопрос увеличения количества штатной единицы сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, занимающихся контролем за условно осужденными к мерам, не связанным с лишением свободы. Спасибо. Ясно. Так, еще есть кто желающий выступить? Может быть, из числа экспертов кто-то хочет выступить? Пожалуйста. Алексей Мурсович, первый заместитель министра здравоохранения. Вот, выслушав все выступающих, вот, Ирина Ивановна очень точно сказала, да, что у нас вот опьянение идет в 4 стадии, да, с 1 по 4. И у нас сейчас в связи с отсутствием вытрезвителей, да, вот 2 и 3 стадия, они становятся больше жертвами. Вот. И для профилактики именно преступлений против лиц, находящихся в степени опьянения, надо поддержать предпринимателей, изъявляющих желание создавать именно вытрезвители. Вот. И со стороны здравоохранения, да, вот я как врач могу сказать, вот 2 и 3 степень, там медицины практически нет. Это чисто гостиничные услуги.
Вот, и человек должен выспаться, да, обильное питье, и все. И человек естественным образом вытрезвляется. Вот медицина тут подключается, когда начинается 4-я стадия опьянения, там уже идет отравление, да, алкоголем. Вот. И надо или органы местного самоуправления на грантовой основе или на какой-то другой основе именно создавать условия для предпринимателей, которые хотят создать такие учреждения. Вот. По ограничению продажи алкоголя я хочу сказать, что это очень тонкая грань, потому что чуть-чуть пережать, и там начинается суррогаты. Люди начинают принимать суррогаты, и, соответственно, очень тяжелое отравление и со смертельным исходом. Вот здесь надо очень взвешенно подойти к этому вопросу. Очень хорошо, что трезвые территории у нас есть. Это приветствуется. У меня такое, свое мнение такое есть. И по профилактике, да, все равно будет статистика, да, если мы создадим вытрезвители, будет статистика, сколько человек туда попадает, а также при выявлении людей, да, находящихся в нетрезвом, которые нарушают общественный порядок, наряду с назначением общественно полезного труда, да, количество часов, надо им предписывать обязательно прохождение лекций. Тогда охват будет целевой, да, охват граждан, которые нарушили правопорядок, именно охватом антиалкогольных пропаганды. Спасибо. Спасибо. Еще кто-то, может быть, еще эксперты, кто-то хочет сказать? Пожалуйста. Временно исполняющий обязанности начальника ФКУ ИИ УСИН России по Республике Саха-Якутия, полковник внутренней службы Серебрякова Светлана Николаевна. Немножечко для присутствующих хотелось бы раскрыть, чем занимается уголовная исполнительная инспекция. Мы исполняем наказания, не связанные с изоляцией от общества. О чем говорил Егор Дмитриевич. Мы сами подняли эту проблематику по привлечению осужденных к исправительным работам. Так как привлечение данной категории осужденных действительно составляет трудности, не каждый работодатель согласен взять такого человека, имеющего судимость, на работу, а суть самого наказания именно отработка. То есть человек работает по месту работы и отчисляет доход государства от 5 до 20%. И действительно здесь у нас есть проблемы. И хотелось бы, конечно, даже, наверное, содействие прокуратуры попросить по определению именно мест для отбывания данного вида наказания. Потому что с отбыванием вида наказания в виде обязательных работ у нас проблем нет. Управы нам идут с удовольствием на встречу, трудоустраивают таких осужденных. А с исправительными работами есть еще проблема какая? Зачастую исправительные работы назначаются по статье 157, то есть это не уплата алиментов. И почему высок рецидив данных осужденных? То есть человек, пока он работает, отбывает исправительные работы, он выплачивает алименты. Он закончил отбывание наказания, которое не свыше 2 лет, и все, дальше он опять алименты не платит. То есть снова возбуждается производство и так далее. И здесь, может быть, действительно нам как-то привлечь, не знаю, отцов, которые действительно занимаются воспитанием своих детей, к проведению, может, каких-то лекционных мероприятий с такими нерадивыми отцами. Потому что воспитывать человека, которому 36-40 лет, и который не занимается и содержанием своих несовершеннолетних детей после развода, может быть, действительно, эту сторону мы никогда не рассматривали. Привлечь общественность, именно, не знаю, призвать, наверное, какой-то отцовской ответственности таких осужденных. Может быть, действительно, пару лекций каких-то провести. Потом я хотела сказать, что мы активно, в принципе, привлекаем студентов, но студентов именно психологического факультета, они действительно проводят с нашими осужденными какие-то обследования, то есть создают наработки для своей дальнейшей практики и так далее, повышения профессионального мастерства. То есть мы с удовольствием примем, допустим, для прохождения практики студентов юридических факультетов, психологических. Я еще хочу сказать, что наши осужденные, не связанные, которым применены наказания, не связаны с изоляцией от общества, их свыше 10 тысяч проходит за год примерно по республике. Вы с этими людьми ездите в общественном транспорте, вы даже не знаете, что рядом с вами осужденные. Это не те, кто находится у нас за колючей проволокой, это ваши соседи и так далее.
И действительно, надо привлекать, наверное, общественность, потому что мы все-таки больше карательный орган. И если мы читаем им лекции, когда человек приходит к нам на регистрацию, мы сидим в погонах, мы ему говорим, что не надо употреблять спиртные напитки, не надо совершать правонарушения. Но он нас тоже воспринимает со стороны, что мы карающий орган. За нарушения, допущенные таким осужденным, мы направляем материалы в суд, и человек уходит на реальное отбывание наказания, то есть за стены, за решетку. И вот мы прямо настолько открыты для того, чтобы привлечь общественность для проведения лекций, потому что 1500 осужденных у нас состоит к запрету заниматься определенной деятельностью или заниматься... Это, как правило, у нас осужденный по 264 статье прим. 1, это управление автотранспортом в алкогольном опьянении. То есть нам очень необходимо проведение таких профилактических мероприятий, тем более, что у нас есть даже в городе Якутске помещение, актовый зал, где мы можем к конкретной дате пригласить осужденных и так далее. В принципе, у меня все, извините, немножко так эмоционально. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, есть еще эксперты? Да, можно? Пожалуйста. Харламбеков Григорий Владимирович, заместитель председателя Государственного комитета Республики по занятости населения. Да, понятно, что у нас большинство преступлений имеет имущественный характер, и, соответственно, на это людей подталкивает отсутствие источников доходов. И, конечно же, занятость тоже является той мерой или механизмом, который является профилактикой. У нас ежегодно порядка 200 человек к нам обращаются в поиске работы, а информация была, что освобождается порядка 600 человек. И даже где-то даже, наверное, 1000 человек у нас в год освобождается, с учетом того, что и извне республики тоже приезжают, то вот это количество мы все время и с УФСИН, и с МВД пытались разобраться, почему к нам не приходят в поисках работы, либо они неужели самостоятельно могут трудоустраиваться. Конечно же, нет. В прошлом году мы запустили проект «Труд. Путь к новой жизни», и, соответственно, в городе Якутске, в Гленском районе и в Хангаласском УУСе, где есть учреждение УФСИН, мы наши центры обязали в индивидуальном порядке подходить к вопросам трудоустройства освобождаемых лиц. И, соответственно, если в прошлом году 69 индивидуальных планов разработали для граждан при подготовке к освобождению, то трудоустройство где-то было 45 человек. Это уже достаточно высокий процент. И этот вопрос, соответственно, мы сейчас усиливаем это направление, чтобы индивидуально отрабатывали заранее, смотрели их возможности, образование, готовили психологические и социальную адаптацию проводили, чтобы они могли грамотно искать работу. Даже до того доходило, что готовили, как правильно оформлять резюме, как себя вести с работодателем. В принципе, это эффект дало. У нас вопрос стоит в том плане, как увеличить граждан, которые к нам обращались в поиске работы. Вот ситуация такая, что человек освобождается с места лишения свободы, и все, и за ним уже никто не наблюдает и не сопровождает. Вот в этом плане, возможно, нужно какой-то НКО или какой-то грант нам придумать, чтобы сопровождение проводили таких граждан, потому что многие нуждаются именно в сопровождении, чтобы он не пропал куда-то самостоятельно где-то там, скажем так, и, соответственно, не было какого-то повторного преступления. И, соответственно, вот это НКО бы сопровождало в части того, чтобы консультировало, куда обращаться, что делать. И многие даже этих моментов не знают. Просто они выходят из мест лишения свободы, и многие, возможно, даже остаются в тех городах, особенно в городе Якутск, это проблема. Они даже к себе домой не идут, и, соответственно, сами себе представлены. Возможно, такой механизм придумать, какой-то НКО, какой-то создать, и чтобы они их сопровождали на первый год хотя бы. Так, но у нас, к сожалению, наше время подходит к концу, поэтому давайте мы уже перейдем, наверное, к обсуждению, нашего решения, скажем. До этого у меня есть, как у модератора этого форума, несколько вопросов по услышанному. Вот вы все слышали, я не буду приводить, кто это говорил, но общее мнение прозвучало, что эффективность работы правоохранительных органов по пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции вызывает вопросы. Но я переадресую к экспертам, у нас находится здесь временно исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел по республике Саха-Якутия
Александр Александрович Канин. И я сразу вам для справки скажу, чтобы мы, прокуроры, тоже отслеживаем эту практику, только вот за 2021 текущем году, значит, органами внутренних дел возбуждались уголовные дела по производству немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта. Изымалось порядка 15 тысяч контрафактной продукции, значит, и много там спирта было уничтожено. На организованную горячую линию МВД обращались 129 граждан, а также физлиц, и в том числе и в ночное время, то есть бутлегеров жаловались люди. Значит, по ним проводилась проверка. И по результатам мониторинга сети интернет, социальных сетей, рекламных порталов, значит, по инициативе МВД, значит, только города Якутска выявлено 14 фактов незаконной продажи алкогольной продукции. И принимались меры по блокировке в досудебном порядке 22 интернет-ресурсов, на которых размещались. Это не та работа, которую мы фиксируем, она есть. Но тем не менее, вот общественность отмечает, что не до конца, значит, им понятна деятельность органов внутренних дел, поэтому вы поясните, пожалуйста, тем более, что на территории города Якутска, где сконцентрировано наибольшее количество торговых организаций, лицензиатов, вами не выявлено преступлений в этом году. Пожалуйста. Уважаемый Айдар Лазаревич, уважаемые участники, значит, по данному направлению у нас работа проводится планомерно. Если мы, вот как Иван Анатольевич сказал, то буквально недавно возбудили уголовное дело по изъятию алкогольной продукции, нелицензированной, плюс поддельные, фальсифицированные, в общем, изъяли фальсификат, также бутылки для розлива были и этиловый спирт. Что пояснить по поводу того, что как работа проводится? Помимо того, что у нас занимается охрана общественного порядка, непосредственно выявлением вот этих вот буклегеров, отработкой, помимо этого у нас еще имеются оперативные службы, которые также в рамках своей непосредственной деятельности выявляют и поставку в республику алкогольной продукции незаконной. И также рынки сбытов, это совместно уже с другими регионами, то есть откуда приобретают, по поставкам тоже отрабатываются. Также у нас и с сотрудниками ГИБДД на постоянной основе, особенно мы акценты делаем это на большие праздничные дни, вот эти вот новогодние, перед новогодними праздниками. Также на федеральных трассах занимается проверкой грузов и выявлением тоже незаконной алкогольной продукции. Спасибо. Да, Александр Александрович, я ваш ответ понимаю, но я бы просил почему такие вопросы возникают? Мне кажется, на мой взгляд, если из прокурорской практики, естественно, вся ваша работа не видна. Возможно, мы порекомендуем вам освещать эту работу в средствах массовой информации, чтобы население видело, что какую вы работу проводите, потому что действительно, может быть, если она, оставаясь в тени, много активных у нас, много НКО по этой части, и с ними нужно взаимодействовать в этом направлении. Кроме того, мне кажется, наверное, есть проблема, в основном по большим населенным пунктам, где у вас находятся районные отделы и городские, наверное, такой проблемы-то в целом-то и не встает. Мне кажется, проблема есть там, где населенные пункты, где у вас нет, населенные пункты на Слега, в Улусах. Там люди остаются один на один с этой проблемой. Мне кажется, здесь нужно вам сосредоточить свои усилия. Понятно, что есть там какие-то, наверное, кадровые вопросы, но тем не менее вам МВД нужно в эту сторону тоже развернуться и использовать, коль предлагают общественность свою помощь в этом направлении, тоже с ними поработать. Потому что эффективность работы может правоохранительных органов быть только в взаимодействии с общественностью и населением. И, конечно, нужно поработать привлечению к установленной ответственности виновных лиц не только физических, за незаконную реализацию алкогольной продукции, но в том числе и юридических. Так, и
как вы работаете совместно с межведомственной сферой, с Росгвардией, Министерством здравоохранения Республики в целях установления наличия у лиц, страдающих алкоголизмом, огнестрельного оружия? Потому что на профилактическом учете у вас около 1000 лиц, страдающих алкогольной зависимостью, это по данным наркологии. Значит, с Росгвардией мы на постоянной основе проводим эту работу, сверку, во-первых, по данным гражданам, не только страдающим алкогольной зависимостью, но и с теми, кто совершает другие административные правонарушения, направляются списки. И также там, где нет сотрудников Росгвардии в населенных пунктах, мы даем своим сотрудникам указания о проверке данных лиц, изъятии при необходимости этого огнестрельного оружия. На постоянной основе у нас эта работа проводится. Понимаю, потому что у вас, вот, как я сказал, по данным наркологии, практически 1000 лиц стоит на учете владельцев огнестрельного оружия у вас, а МВД в настоящее время не располагает сведениями о наличии огнестрельного оружия у данных лиц. Вообще вот у них есть вот этих поставленных на учет лиц на руках оружие? Вот этот вопрос меня интересует. И каким образом вы будете, значит, отслеживать вот эту проблему? Уважаемый Айдар Лазаревич, уважаемый участник совещания круглого стола. Так, да, вот как было озвучено, у нас на учете профилактическом у участковых уполномоченных республики состоит всего 910 страдающих алкогольной зависимостью, которые состоят в медучреждении и допускают правонарушение общественного порядка. А так, всего сколько лиц состоит в медучреждениях и не допускают правонарушения, к сожалению, этой цифры у нас нету. У меня вот тут письмо заместителя министра здравоохранения республики есть, что это конфиденциальная информация, врачебная тайна, поэтому они только по запросам, по проверкам в отношении конкретных лиц только дают запросы. А так, если человек подпадает за нарушение общественного порядка по 20 главе, мы по своей базе пробиваем. Если в течение календарного года человек привлекался 2 и более раза, то мы уже в рамках взаимодействия с лицензионной разрешительной работой устанавливаем, есть ли у него огнестрельное оружие, и принимаем к изъятию в установленном порядке. Так, одну минуту. У нас Лютый Валерий Алексеевич сейчас вынужден на мероприятие удалиться, поэтому мы благодарим его за участие в нашем форуме, и все, значит, высказанные им, значит, обстоятельства будут учтены при, значит, подготовке уже окончательного решения. В общем, Михаил Григорьевич, эту работу все-таки нужно проводить, потому что вот ответ министерства, я считаю, он, во-первых, формальным в этом направлении. Я думаю, вы уже в рамках межведомственного взаимодействия к этому вопросу вернетесь. Так, у меня Ольга Валерьевна, а вот у нас ликвидация системы специальных учреждений МВД, вытрезвителей так называемых, в 2011 году привела вот к негативным результатам. Это увеличение смертности от обморожения в наших условиях, ухудшению криминогенной обстановки, поскольку нахождение пьяных граждан в общественных местах повышает риск стать жертвой преступления, а также, будучи пьяными, граждане сами совершают преступления. Вот отсутствие медрезвителей с учетом климатических особенностей республики относят и к внешним проявлениям, причинам смертности. В настоящее время в Якутском наркологическом диспансере отведено только 5 койко-мест для острых случаев отравления, по данным наркологии. Вот у меня такой вопрос, а вот принимаются меры органами исполнительной власти по организации услуг медицинских вытрезвителей? Потому что недавно на совещании, я так понял, на высоком уровне была озвучена эта проблема, и какое-то решение есть. Спасибо большое, Айдар Лазаревич, за вопрос. Вопрос действительно актуальный. 2011 год федеральный закон у нас убрал такой вид
непосредственно медицинской помощи как услуги в медицинском вытрезвителе, тем самым разорвал взаимоотношения МВД и Минздрава по данному направлению. И в течение всего этого периода времени МВД отдельно борется соответственно, с теми, кто находится в нетрезвом состоянии, и медикам достается, в том числе, когда в приемные покои приводят граждан в нетрезвом состоянии, и они не могут оказать никакую силовую даже поддержку и саму по себе. Да. Здесь выявлялась масса вариантов, но для нас явился примером Татарстан, по нему мы начали отрабатывать, и с главным наркологом как раз России летом обсудили этот вопрос, и вот я думаю, что, наверное, к решению проблемы привела Государственная Дума, которая в ноябре-декабре 2020 года, под занавес года, приняла закон, по которому непосредственно будут созданы медвытрезвители. Но Алексей Амосович, когда давал свое выступление, он очень четко сказал о том, что на настоящий момент сложно сказать, что есть полное понимание у федералов, какая это услуга. С одной стороны, это социальная услуга при 1, 2, 3 степени опьянения, и это медицинская услуга при 4 степени опьянения. Поэтому сегодня мы дожидаемся общего понимания и положения, принятого на уровне Мишустина, и, соответственно, идем, к какому ведомству мы его отнесем. Установочное совещание мы не могли не провести, потому что для нас это колоссальная беда, и, соответственно, сейчас свою схему тоже разрабатываем, и по ней пойдем. Вот и мне просто, разрешите в порядке реплики, да. Очень многие говорили, там действительно есть, я тоже здесь слышу, что есть определенные отсутствия и недостатки, например, отсутствие взаимодействия органов нашей государственной власти с общественными организациями, безусловно, усилим, да. Но для той же информации общественным организациям я хочу сказать, что гранты главы Республики Саха-Якутия составляют 100 миллионов рублей. И один из непосредственно сегодня выделяется в этом году, в 2021, 100 миллионов рублей. И одно из основных направлений там есть и здоровый образ жизни в том числе, как таковой. Да? Поэтому у нас создано для того, чтобы писать нормально гранты, масса, соответственно, ресурсных центров. Я регулярно заслушиваю ресурсные центры по тому, какую помощь они оказывают. Все они оказывают общественным организациям помощь для того, чтобы нормально написали, соответственно, гранты. Кроме того, сегодня мы пользуемся и фондом президентских грантов, где также непосредственно есть деньги на общественные организации. Мы должны в любом случае исходить из того, что общественная организация – это, безусловно, помощник, и мы с ними строим взаимоотношения, и взять на заработную плату общественника мы в любом случае не можем. Он должен работать в проектном варианте, а, соответственно, работать по гранту. И именно об этом мы сегодня говорим. А деньги на настоящий момент, по моему мнению, достаточно существенны. Я вижу Александра Сысоева, Минмолодежи, да, и я уже пользуюсь сразу площадкой, чтобы не откладывать в долгий ящик. Я прошу встретиться с общественными организациями, которые высказывали свои вопросы, связанные с тем, что там есть проблемы по помещению и, возможно, с недостатком информации, и эту проблему снять. Спасибо. Ясно. Николай Артурович, пожалуйста, Следственный комитет. Из-за чего этот вопрос обсуждается, он очень проблемный по следующему моменту, что хотелось обратить внимание. У нас основная задача нашего Следственного комитета – это расследование особо тяжких преступлений против личности. Это в основном убийство, это причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, это половые преступления. У нас около 15 лет подряд наблюдалось снижение убийств, соответственно, и остальных смежных составов преступлений. То есть в начале 2000-х годов было 322 убийства в год. В 2019 году их стало 106. И вот впервые за 15 лет в прошлом году у нас наметился рост этих преступлений. 117 убийств стало, на 10% возросло количество убийств, на 20% возросло количество смертельных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, на 15% половых преступлений увеличилось. Причины здесь комплексные причины. Это, с одной стороны, на это очень сильно повлияло, чем отличается 2020 год от других. Это, конечно, пандемия коронавирусной инфекции. Соответственно, в этих условиях у нас проблемы в экономике были определенные, снижение результатов экономической деятельности и доходов населения. Это общая социальная причина. И причины, связанные с изоляцией. С одной стороны, это наличие много свободного времени у людей
и при этом отсутствие культурных массовых мероприятий, куда бы он мог его потратить, то есть он сидит дома и употребляет алкогольные напитки, да, и рост алкоголизации в связи с этим. Еще одна причина – это что в условиях изоляции снизилась эффективность профилактических мероприятий, то есть любые какие-то мероприятия, которые через ВКС происходят, да, через видеоконференц-связь, они напрямую, у них, конечно, эффективность ниже, чем в живом общении. Поэтому эти причины и явились как бы катализатором того, что у нас впервые ухудшилась криминогенная ситуация. В связи с этим хотелось обратить внимание, что во время обсуждений и в проекте резолюции там не отражено, поэтому мы предлагаем на два момента обратить внимание. С одной стороны, это помимо анализа структуры причин ухудшения ситуации, это также проанализировать и территориально, то есть по тем районам и городам, где ситуация ухудшилась. Ну вот по нашему анализу получается, что рост особо тяжких преступлений был в Среднеколымском, Устьянском, Усть-Ауданском, Алданском, Хангаласском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Лёкнинском районах, а также в городе Якутске. Поэтому мы предлагаем, чтобы общественные организации или представители общественной палаты выехали в эти районы, чтобы посмотреть, как работает профилактика, программы профилактики преступности, работа по борьбе с алкоголизацией именно в этих районах. И привлечь к выездам специалистов, психологов, также специалистов уполномоченных ведомств с целью проведения акций по оказанию психологической и иной помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия, страдающих алкоголизмом, а также по проблемным вопросам ресоциализации ранее судимых лиц. Организовать с участием специалистов проведение горячих телефонных линий. И тем самым будет показан пример органам местного самоуправления, чтобы они в дальнейшем аналогичную работу проводили на систематической основе. Еще один вопрос – это также общественные палаты с привлечением специалистов от Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям с учетом изучения опыта других регионов, помочь органам местного самоуправления организовать работу по вовлечению лиц, относящихся к категории риска, в общественную жизнь, потому что, как правило, в районах привлекаются социально активные лица одни и те же, а вот лица, которые относятся к группе риска, они мало вовлекаются. Это, конечно, сделать нелегко и непросто, но тут нужно проявить креативный подход. И еще одна большая проблема, которая сегодня мало была освещена, это вопрос семейного насилия. В 2020 году 9 убийств и 9 причинений тяжкого здоровья с смертельным исходом совершены в семьях. А за период с 2018 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей, совершенных членами семьи, возросло почти в 2 раза с 46 до 84, и родителями с 6 до 43. То есть это преступления многоэпизодные, которые совершаются в продолжении длительного периода времени. В связи с этим необходимо принять комплекс мер по профилактике также и семейного насилия. Это создание атмосферы нетерпимости к насилию в семье, это разъяснение необходимости гражданам избегать замалчивания этих фактов, объяснять, что нет ничего постыдного в обращении за помощью, также информировать, какие органы они могут обращаться. Ну и также необходимо непредвзято изучить достаточность и доступность для населения, в частности для женщин, пострадавших от семейного насилия, услуг кризисных центров, где они могли бы укрыться и им была бы оказана необходимая помощь. Спасибо. Спасибо всем участникам форума. Наше время подходит к концу. И я бы хотел немножко высказать, как модератор вот этого, инициатор проведения сегодняшнего обсуждения, для нас представляется, что эта тема очень важна для нашей республики, и она вот сегодня на площадке прокуратуры республики произошла. И цель какая для нас? Чтобы мы могли определить, что действительно беспокоит наше население, государственные организации, органы исполнительной власти, правоохранительные органы, общественников, чтобы мы могли выбрать вектор движения в этом направлении органов прокуратуры. В связи с этим проходятся вот такие мероприятия. Вот, поэтому я думаю, что, естественно, проект резолюции будет доработан нами с учетом прозвучавших сегодня замечаний и предложений. Для этого мы и собирались. Это, как скажем, модельное решение, которое мы вложили, чтобы вы могли его и покритиковать, и что-то дополнительно туда внести. Это все правильно, это все принимается. Мы, естественно, поработаем над сегодняшними итогами сегодняшнего форума. И резолюция будет направлена в качестве рекомендаций в органы
и организации, кому адресовано предложение. Мы перенаправим все это, и некоторые, значит, сегодня высказанные обстоятельства возьмем на вооружение, а некоторые мы, я думаю, даже будем рассматривать в порядке принятия мер прокурорского реагирования. Поэтому благодарю всех за активное участие в сегодняшнем мероприятии и до новых встреч. Спасибо. Сладкий запах молока и нежной кожи. Мы с ним любим играть в футбол и бегать на перегонки. Мечтаем купить ружье, и когда он вырастет, пойдем на настоящую охоту. Однажды он сам поймал маленького окушка и так был счастлив. Но я плохой отец. Я совершил ошибку, и мне нет оправдания. Мы с ним обязательно пойдем на охоту. Я все исправлю, но позже. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха-Якутия предупреждает: хранение и распространение наркотиков запрещено и карается законом. Братан, без Будешь? Будешь? Нет. Пойдем в кино? Давай. Ты выйдешь за меня? Да. Жать и заботиться о нем до конца дней своих. Да. Ты станешь папой. Да! Отказавшись от наркотиков, ты открываешь дверь в будущее.
Квотирование рабочих мест – гарантия трудоустройства для людей с инвалидностью и других социально незащищенных категорий граждан. В Якутии это регулируется законом от 28 июня 2012 года о квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы в Республике Саха-Якутия. Для работодателей с численностью более 100 работников устанавливается следующий размер квоты. На сегодняшний день по представленным работодателями сведениям квота для приема на работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, установлена на 5025 рабочих мест. Согласно статье 8 Закона о квотировании, работодатели обязаны представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Неисполнение или ненадлежащее исполнение закона влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством. По вопросам исполнения норм данного законодательства вы можете обращаться в Государственную службу Республики Саха-Якутия по занятости населения. Государственная услуга стимулирования трудовой мобильности граждан – это содействие безработным и незанятым гражданам и членам их семей в переезде, переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. В целях содействия гражданам для трудоустройства с выездом в другую местность, на временную, сезонной работы, вахтовым методом или на постоянную работу органами службы занятости предоставляется финансовая помощь. При временном трудоустройстве при постоянном трудоустройстве, кроме перечисленного выше, оплачивается провоз багажа до нового места жительства, а также проезд и мат-помощь членам семьи безработного. Для получения подробной информации об услуге обращайтесь в органы службы занятости. На профессиональное обучение службой занятости направляются граждане, зарегистрированные в качестве безработных и незанятые граждане. В период обучения гражданам при необходимости оплачивается проезд до места обучения и проживания. Главной целью профессионального обучения является повышение конкурентоспособности с целью трудоустройства через предоставление образовательных услуг. На сегодняшний день на обучение направлены 2673 безработных и незанятых граждан. Из них более половины не имеют профессионального образования и впервые ищут работу. Наиболее востребованными профессии в текущем году. Разработана программа обучения безработных граждан по профессиям, востребованным в строительной отрасли. В рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленность» проходит обучение 687 человек по таким профессиям. С учетом повышения пенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2019 года реализуется мероприятие по организации обучения граждан в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста. Также с 2020 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин» создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет организовано обучение женщин с детьми дошкольного возраста. На обучение по программе направлено 203 женщины.